Они взяли и, чтобы спрятать украшения, все собрали в сундук и спрятали где-то в тундре. На что только ради красоты не шли якутские Да. девушки. Нельзя носить одного стерха. Они обязательно парные должны быть, да, тут там одна останешься на всю жизнь. Пропагандируют, Да. да, вот носите якутские украшения. Серебряное украшение, оно само по себе является таким оберегом. Творческие люди. Якутяне о культуре. Всем салют, друзья! Меня зовут Максим Эверстов, и это подкаст «Творческие люди». Мы говорим о культуре, искусстве, истории Якутии. И приглашаем интересных людей, чтобы больше узнать о контенте, чтобы больше узнать о том, что сегодня происходит в Якутии, в России и в мире. И в этот прекрасный весенний день о чем поговорить, как не о якутских украшениях, которые вечны, которые всегда актуальны и которые по всей России ценятся очень высоко. Я думаю, что когда солнышко светит, конечно, хочется, чтобы все сияли, но и украшения тоже они на виду. У меня в гостях ученый-этнограф, специалист по якутским украшениям Капиталина Яковлева. Капиталина, привет. Привет. Сразу бросимся в бой. Ты знаешь якутские украшения лучше, чем, наверное, большинство моих знакомых, друзей и коллег, в 1000 раз лучше, чем я. Скажи мне, почему они так ценятся, почему они так актуальны сегодня, вот эти традиционные якутские украшения? Ну, актуальность якутских украшений, если на нашем регионе смотреть, да, то это, конечно, связано с таким, в науке это называется ренессанс традиционализма, да, или неотрадиционализм, мы говорим, когда мы возвращаемся к истокам своим, получается, да, ну и подъем, конечно, этносознания и так далее, да, а в мире, потому что действительно, если посмотреть, допустим, по Сибири, даже по всей России, да, и о вывозе даже украшений за границы нашей Родины, да, можно сказать, что везде представлены, во многих ювелирных. И, кстати, тут еще нужно отметить, я даже видела, не буду называть регион, тоже такой этнорегион, и там представлены традиционные украшения того народа, допустим, да, который там проживает, но это были якутские украшения. А их продают, получается, иностранным гостям и так далее, как за свои. Да? И какой это регион, если не секрет? Наверное, нельзя так называть. Но они пишут в скобочках, что это якутские украшения. Вот, кстати, было интересно, что они не пишут в скобочках. Ага. И я смотрю, явно якутские украшения, притом не работы якутских мастеров. Ух ты, даже там делают? Да, там делают, да. И вот, мне кажется, это мастерство наших ювелиров, во-первых, конечно, да, то, что мы сохранили именно традицию, которая идет из глубины веков, получается, да, и уникальность именно самих украшений, да, что они не только традиционной формы, но они и очень красивые, легкие, и, в принципе, каждый день, не только там, допустим, на традиционный праздник, да, не крупные, такие тяжелые бывают, да, якутские украшения. Допустим, серьги очень хорошо идут, кольца, браслеты, да, это все, мне кажется, достаточно широко очень распространено. То есть мы можем говорить о том, что якутские украшения с традиционным, да, видом, традиционным орнаментом, они не потеряют в своей ценности, не потеряют своей актуальности какое-то обозримое время. Не будет такого, что люди резко такие, все это неинтересно, скучно, перестаем. Мне кажется, нет, такого не будет, да, всегда останется, потому что, смотрите, сколько мы уже времени, да, сколько времени уже прошло, оно до сих пор же сохраняется. И, в принципе, мне кажется, еще тут нужно отметить то, что эти украшения, они не законсервированы. Конечно, есть традиционные прямо формы там, да, по канонам сделанные, а еще можно отметить то, что украшения, они меняются. В зависимости от того, что хочет народ. Какой спрос там, да, мне кажется, в этом тоже интересно. Они меняются, но при этом сохраняют свою уникальность. Это хорошо. Можем ли мы сказать, что сегодня существуют какие-то тренды в этом мире якутских украшений, какие-то, может быть, интересные веяния, которые нам, простым обывателям, простым зрителям не видны, а вы их видите, и для вас это понятно и ясно. Тренды всегда были. Потому что каждое время, даже каждое десятилетие, даже пятилетие может, да, диктует свою моду, свой тренд. И допустим, сейчас это возвращение к архаике, да?
Сейчас, если, например, посмотреть многие ювелирные магазины, да, работы ювелиров на выставках, там, допустим, да, можно увидеть, что вот недавно вот был же День мастера, да, допустим, тоже посмотреть по выставке и по продаже, в основном все возвращение к архаике. Угу. Это вот серьги в виде вопроса, это вот косоплетки такие, да, гривны даже идут хорошо, ну вот таким вот образом. Много об архаике мы говорили в подкасте уже с Капитолиной. Если интересно, смотрите на наших площадках, есть аудиоподкасты, и там об архаике интересно мы поговорили, да? Скажи, пожалуйста, сегодня из всех украшений, да, которые существуют, какие считаются наиболее традиционными, да, вот в якутских семьях, вообще в якутском обществе, а какие со временем, может быть, немножечко уходят на второй план? Ну вот у нас как раз были исследования по реликвии семьи, да, и в основном нужно сказать тут, что в семьях сохранились, серьги в виде лировидные, да, это вот, как сейчас их трактуют, что это женщина, вот у нее подвески, значит, это ее дети, будущие, рожденные и так далее, да. Но об этом тоже можно отдельно говорить. И наборные пояса в некоторых семьях сохранились. И мужские и женские, да. И очень хорошо во многих, притом, семьях сохранились якутские нагрудные кресты. Сюрях, так называемые, да, вот, и, это связано... Не связанные с православием. Они связаны вот как раз-таки с православием, и, видимо, вот как раз из-за религии, которая была достаточно широко распространена вот в XIX веке, да, вот, многие были крещеные, получается, кресты сохранили, хотя эти вот украшения, мы знаем, что, допустим, из полевого своего материала я могу рассказать, что, например, одна бабушка рассказывала, что когда шла коллективизация, когда советская власть там, да, они взяли и, чтобы спрятать украшения, все собрали в сундук и спрятали где-то в тундре. Закопали? Где-то закопали. Потом, кстати, найти не смогли. Где-то там, видимо, лежит. И потому что отбирали, да, все забирали. При советской власти? При советской власти, когда вот все только устанавливалось. И она говорит, что единственное, что я сохранила, это крест и пояс. Крест – это моя связь, с Богом, а пояс – это связь с отцом. Ух ты! Вот. Про кресты еще. Этот крест, он каким-то образом отражает и якутские традиции украшений? Или он лаконичный просто крест? Нет, кресты нагрудные вообще у нас являются как символом, сейчас скажу, как связью с религией, да, но в то же самое они выполнены в якутской традиции. Достаточно широко представлены в музеях, как я сказала, в семьях они есть, да, и они вот уникальны тем, что они очень хорошо, лаконично входят в традиционный комплект украшений. Хотя вроде бы они появляются, только в XIX веке, получается, да? Но если мы смотрим на фотографиях, допустим, того времени... Смотрится органично. Да, очень органично смотрится. И надевают как раз-таки со всем комплектом украшений. И продолжаем, эту мысль. И тогда какие украшения сегодня считаются прям традиционными, в каждой семье должно быть, да? Вот крест, вы тогда сказали, он, я думаю, не является прям обязательным, да? Он не является обязательным, но сохраняется в семьях. Но плюс ко всему, также можно отметить, что во всех семьях серьги лировидные сохранились. Знак вопроса, в принципе, нигде не найти. Это вот архаика, да? Да, архаику не сохраняют. А вот лировидных серег достаточно много. И, допустим, когда мы обращались, пособирали полевой материал, да, общались с людьми, у всех, большинства есть вот эти серьги лировидные. Хотя лировидные серьги, тут тоже нужно сделать примечание, появляются достаточно поздно в якутской культуре, да. Такие серьги появляются поздно. Да, и по, например, исследованиям Зыкова, да, он пишет, что это вообще серьги, которые были переняты из русской культуры. Есть такие серьги-голубцы, в принципе, они повторяют форму.
это два голубя, которые смотрят в разные стороны, да? Ну, у этой теории, наверное, есть и противники, которые говорят, конечно, нет, да, это что это традиционно. исконно. Но также, если посмотреть параллели по другим народам, то лировидных серег достаточно много. Например, у тех же алтайцев, там, татар, да, лировидные формы есть такие, у таких народов, как у казахов, там, ну, у тюркских народов, допустим. Да? То есть это может какое-то наследие вот того, Может того быть так, периода? или же наоборот, вот как раз влияние русской культуры. Но и такие серьги появляются достаточно поздно. А вот то, что мы сейчас считаем, что это там дети и так далее, это вообще эта трактовка появляется чуть ли не в 20 веке. Ну, это такая новая достаточно, да, достаточно хорошо. Хорошо, лировидные серьги, наборные пояса тоже Наборные вы сказали, пояса, да? да. Еще? Ну, что еще, да? А вот тяжелые якутские украшения, вот, которые на эстех надевают на голову, на грудь, это не считается традиционно? Ну, во многих, конечно, традиционный. А какой комплект, если традиционный, да. Это вот бастына, илинка, бихер. Но в семьях, как правило, их не сохранили. Ну, многие же надевают но на сейчас праздники. это в основном новоделы, да. Понятно. Ага. А вот насчет бастына металлического, тут тоже нужно сделать, да, поправку, что металлическая бастына вообще появляется тоже во второй половине 20 века. Это веяние тоже советского периода. Если посмотреть на музейном материале или на археологическом материале, да, то металлических бастына не было у якутов. А сейчас мы вот как раз носим как традиционное украшение. Да? Вот на украшениях вообще очень хорошо посмотреть, как трансформировалась культура. Потому что именно на украшениях отражается, да, влияние там, ну, эпохи исторической, допустим, да, там, культуры в целом, как она меняется. Понял. Насколько традиционно сегодня использование, традиционно и, может быть, грамотно сегодня использование украшений? Мой редактор попросила задать этот вопрос в виде чоронов, в виде хумуса. Насколько это аутентично и правильно? Ну, тут опять нужно сказать о трансформации культуры. В последнее время, конечно, есть, очень много такого есть, да, вот чороны, там, хумус, даже видела чепраки, да, вот конское убранство, например, достаточно широко распространены, всем нравится. То есть украшения в виде чепрак. Да? Не видел. У меня даже тоже есть. Серьги? Серьги. Не, серьги. Но это веяние, опять же, нашего времени, потому что то, что, допустим, мы сейчас живем в такую эпоху, когда вот, очень важна этносоставляющая, да, получается, идентичность этническая. И вот есть какие-то символы культуры, которые, в принципе, они внедряются повсюду. Да? Ну, то же самое и в украшения, например. Тот же там чепрак, чорон, почему сергей есть, например, хомус есть, да, есть, например, украшения, как танцующие чороны, да. Ну, это не традиционное украшение, тут, конечно, нужно говорить, не тем более там периода архаики и так далее, да, но это этно-стиль. Да, ну и если человеку нравится, почему бы нет? Вот, я к тому, что по своей сути чорон и хумус и вначале не появлялись в украшениях, это же были определенные предметы с определенной целью, да? А вот лировидные серьги, это самое такое, да, считается традиционно, это визитная карточка, можно сказать. Можно сказать, визитная карточка. Хорошо, кроме сережек, которых мы очень много сегодня назвали, да, и вот наборных поясов, какие украшения тоже, традиционно или так менее традиционно использовали якуты? Может быть, какие-то браслеты? Браслеты, да, парные браслеты в якутской культуре, они традиционные, да, это бюрох, получается, перстни, кольца. Полновесные вот эти металлические, да? Полностью, которые закрываются, они бывают застежками или же без застежки, да, как получается, безразмерные. Кольца также тоже безразмерные, замкнутые, не замкнутые, да, перстни литые, особенно мужчины хорошо носили, да, перстни. Были печатки, например, да, там с символами, допустим. Хорошо ли сохранились вот эти украшения более старого периода? Или в основном сегодня новоделы нас окружают? Нет, есть тоже, да, особенно вот печатки, например, хорошо сохранились. Кольца тоже в музейных
принципе, есть, да. И в последнее время, кстати, ювелиры тоже активно стали на основе музейного материала, допустим, да, такие кольца делать. И мне кажется, спрос тоже неплохой. Вот как раз я хотел к этому подвести. Хорошо, мы так идем. Насколько сегодня часто мастера в поисках вдохновения или в поисках, может быть, образа обращаются к музейным экспонатам? Мне кажется, достаточно часто. Да, даже если тоже посмотреть, допустим, по предложению ювелирных магазинов, да, то мы видим, что есть украшения, ну вот, допустим, с этностилем, а есть те, которые вот прямо традиционные. И они, можно даже сказать, реконструкция один в один идет. И многие мастера, они не только обращаются, например, к музейным экспонатам, отдельно изучают, да, но и вот, просят консультации, например, да, как делали, там, технику спросить и так далее. И да, нуждаются в том, что бы достаточно широко можно было, чтобы музейные экспонаты были доступны. Не все, например, оцифрованные экспонаты, которые хранятся в фондах музеев, да, но мы над этим работаем. Архаику, например, когда книгу выпустили по архаичным украшениям, то здесь она была достаточно популярна именно среди мастеров, да, будущих мастеров. И сейчас мы тоже у нас в планах выпустить альбом уже по металлическим украшениям. Отлично. Мы с вами уже на эту тему говорили во время аудиоподкаста, но, может быть, многие зрители пришли к нам впервые послушать этот подкаст. Откройте секрет, почему в якутских украшениях народ Саха предпочитал серебро? Серебро здесь, конечно, больше серебра у нас, да, вообще, потому что серебро — это белый металл, чистый металл, да, камис мы говорим, да, и серебро, он с сакральной точки зрения, он чистый металл. И он ближе к нашим богам, получается. То есть серебро, серебряное украшение, оно само по себе является таким оберегом, талисманом, может быть, да. А золото считали тяжелым металлом. И вы, по-моему, упоминали, что оно пришло в основном с приходом уже советской власти, да? Да, здесь уже где-то с 20 века, получается. То есть где-то в музеях есть золотые украшения якутские? Да, есть, ага. Я просто, видимо, в основном меня привлекало, что серебро. Выставляют, сейчас-то, конечно, выставляют только 19 век в основном, да, золотые есть, да. Есть. А какие еще материалы или, может быть, там металлы использовались, кроме серебра и золота? Для меня это темный лес. Медь, алтан, да, у нас есть. И сейчас, мне кажется, тоже достаточно широко становится популярной. Опять же, я, посмотрев выставку мастеров, там не только Где она проходила? ДК Кулаковского же была, когда День мастера был. Очень много как раз украшений медных, да, таких. И они, тут нужно сказать, что они здесь немножко дешевле, конечно, чем серебряные. Из-за этого популярность, да, доступность получается. Я на своих, например, студентах вижу, девочках, да, они тоже носят, да, медные украшения. И смотрятся они вполне на уровне. Вполне хорошо, да. С традиционным каким-то якутским... Да. Они один в один идут, они от традиционной формы. Допустим, те же серьги в виде знака вопроса, они тоже очень хорошо идут. Я помню, в прошлый раз вы еще рассказывали про серьги в виде лопаты, да, у вас что-то такая была. Ага. Это тоже какой-то традиционный образ? Да, это традиционные формы. Вообще серег очень много, различных форм, да, и пишут, что даже названий там было больше 50, что ли, да, и там лопатовидные, в виде гривы, в виде елочки, да, там перечислять можно, но они достаточно популярными становятся, в последнее время. Почему-то в советский период в основном, лировидные, да, украшения. А животные образы, стерх, волк? Это тоже у нас в 20 веке только появляется, особенно стерхи и олени. Олени, да. Олени широко представлены, еще же из мамонтовой кости стали делать украшения, да, например, на серьгах мамонтовой кости. Но сейчас, если тоже посмотреть, то есть и стерхи, и олени, да, с этим связано то, что там нельзя носить... Тоже это новое, да, какие-то, что, допустим, нельзя носить одного стерха.
они обязательно парные должны быть, да, а то ты там одна останешься на всю жизнь, допустим. То же самое оленей там касается, например, да. Вот, в последнее время волки есть, даже видела серьги, где там, допустим, на одной только серьге получается изображение чум, там люди ходят, там луна, что ли, да, дым, это все вот получается такое. Мгм. Вот как раз вы упомянули украшения из мамонтовой кости, Мгм. там из дерева это не было типично для якутских украшений? Нет, ага. Есть упоминание, что где-то в захоронениях были серьги из ой, не серьги, вернее, браслеты из бересты, Мгм. ага, которые были прошиты конским волосом. Для Мгм. прочности, да? Да. А в остальном, конечно, Но само такого это нет. украшение не сохранилось, есть только упоминание. Да, есть упоминание, но ну вот нынешнее время есть, да, из бересты деревянные делают, да, также еще вот какая-то там, как пластик, забыла, как называется, ну, в общем, вот и пластиковые Мгм. Ну, то есть это различные, да. уже эксперименты современные, Мгм. да, с формой? Даже видела в одной семье, тоже когда в экспедиции были, сделали полный комплект украшений, знаете, из чего? В общем, есть же из майонеза такие, бывает же майонез в таких банках, Да, больших, да. как ведерки. Лука. Ага. Лука, ага. Они из таких лука банок сделали полный комплект. Бастыга, линка бегает, там, серьги и так Ничего далее себе. для девочки. И смотрелось вполне себе. Да? Мгм. Но это они мастеру какому-то Нет, заказывали? сам папа, Сами? папа Ну, сделал. Папа Ага. Ага. рукастый? Видимо, рукастый, Молодец, да. Мгм. Хорошо. О каких трендах мы можем в ближайшие годы сказать? Может быть, вы уже видите, предсказываете, что-то, значит, сохранится. Да, архаика, да, мы это упомянули. Да, традиционные формы. Вот. Или в ближайшие десятилетия примерно на таком уровне, как украшения сегодня есть, так это и будет. Ну, предугадать сложно, потому что, допустим, в предыдущий период очень много было якутских украшений, но они такие на восточный манер стали, да? Вот. Ага, это под влиянием, видимо, там, ну, не знаю, сериалов или Да. чего, да? Вот, а сейчас, ну, что будет дальше, там мы точно сказать не можем, но я думаю, традиционные формы они останутся. Мгм. То есть и дети наших детей Да. будут традиционные формы носить. Ага, ну и это от мастеров будет зависеть, конечно, что они будут нам предлагать. Сегодня, я думаю, это еще и от блогеров зависит, От и всех, кто блогеров там в зависит, социальные да. сети продвигает. Еще очень хорошо сильно зависит от эстрады нашей. Ну-ка. Мгм. Потому что, например, вот архаика, например, начинается вот как раз с артистов, да, вот начинают они носить. Тоже, ну вот те, кто на виду. Мгм. И они пропагандируют, Да. да, вот носите якутские украшения. Мгм. Да? В запрещенных сетях, например, да, то же самое. Вот, ну вот, Люди да. видят красивую Ага. картинку, и там, конечно же, у нас Ага. вот все есть якутские Ну украшения. и работа блогеров, конечно, да, тут не должна. Ну и, кстати, еще ну, научно-популярные лекции, да, очень хорошо идут. Как, тоже. например, ваша вот Да. сейчас. Не, когда мы в музеях, там, работа музейных работников, да, тоже они вот как раз достаточно популярны. Мгм. Раз уж мы заговорили о ювелирах, да, о мастерах, каких ювелиров или какие, может, компании вы посоветуете сегодня, потому что вот они там отражают дух этих украшений или, наоборот, делают интересные эксперименты. Кого вы посоветуете нашим зрителям? Мгм. Ну, вообще все наши ювелирные компании, они молодцы, хорошо работают, да. Так держать. Так держать, да. У всех есть и традиционные украшения, и там этно какие-то, да, украшения. Достаточно широко они представлены, да, вот, ну как, в принципе, в других регионах такого нет, чтобы целый магазин, он был, целый торговый комплекс был посвящен только ювелирке, например, да. И когда к нам, например, приезжают гости, мы всегда их водим куда? Ну, идем мы в Кружало, да, в старый город, там везде можно найти, на любой вкус и цвет. Но мы, если говорить о реконструкции, то, допустим, мне нравится работа вот Петра Алексеева, да, потому что, например, очень интересная была реконструкция начельника с наспинными украшениями, Ух ты. получается, да, один в один по музейным экспонатам, которые хранятся в Германии. Кропотливая работа. Да, очень Он кропотливая. ездит туда смотреть? Да, по А музею. почему они в Германии хранятся, а не у нас? Ну, это отдельно можно об этом говорить, да. Очень большое количество. Выкрали у наши украшения. Нет, это потому что первые, кто изучал, были иностранцы, получается. точно. Да. И они в свое время вывезли наши украшения
и они хранятся там, в тех музейных фондах. Плюс еще хранятся даже не то что в Европе, даже в Соединенных Штатах, например, в Нью-Йоркском музее, кто был, да, музей антропологии, там они тоже, да. Ага, вот. Потом, значит, ну, еще, допустим, мне нравится «Я золото», например, да, тоже компания хорошая там. Также «Уран-Саха», ну, они давно работают, да, тоже хорошо работают, например. Ну, «Якут золото», конечно, да. И это если мы традиционные только мы говорим, да, украшения. Вот. И Ну, можно о каких-то трендовых, о каких-то интересных экспериментах, может быть. Вы-то этот мир знаете. Вот, наши зрители послушают и такие, а вот если я не хочу традиционно, я хочу что-то такое, вот такое. Еще по традиционным, если говорить, да, вот тоже там медные, например, делают. Сен-Диле, например, есть компания, да. А потом молодых мастеров недавно тоже, но я вот боюсь неправильно назвать, я подзабыла. Напоследок, какой совет вы дадите модникам нашим сегодняшним, да, и девушкам, и парням, которые вот только, может быть, входят в этот мир якутских украшений и думают, а вот что бы мне такое вот надеть, что мне пойдет, какой совет вы им дадите как опытный специалист по якутским украшениям? Ну, главное, чтобы нравилось, я считаю, да. Ну, то есть иногда критикуют, что вот там совсем не традиционное, да, сильно там отошли от канонов, от традиций. Но мне кажется, главное, чтобы нравилось человеку. Ну и, конечно, чтобы некоторые боятся, допустим, носить сильно большие, допустим, украшения, да? Мне кажется, потому что тяжелые. Тяжелые, может быть, или сильно там как-то. Волей-неволей я вспоминаю ваш рассказ про то, как девушку замуж отдавали, легенда, все тяжелое на ней, плюс меха, вот про меха я не знал, и пока она ждала служанку, которая там все должна была снять, самой нельзя бы рассказывать, да, самой нельзя, иначе будет несчастье. Несчастье, да. ну, не в браке. И это было летом, видимо. Это было летом. Да. И бедная она получила тепловой удар, я так предполагаю. На что только ради красоты не шли якутские девушки. Сегодня не обязательно вам, наши красавицы, надевать на себя все меха и все украшения, если вам понравился парень. Сегодня достаточно серьги надеть. Серьги надеть, кольца можно надеть, да. Ну вот, при этом нужно, мне кажется, каждой девушке, несмотря на то, что есть великое количество там различных украшений, иметь именно традиционные украшения, да, вот якутские. Пусть недорогие, да, но чтобы была традиционная форма, чтобы можно было их потом передать своим детям, да, чтобы они потом передали своим детям. Вот. И у нас есть такая сейчас уникальная вообще возможность вот, приобретать именно традиционные украшения, традиционные формы, да, и их вот как раз передать будущим поколениям. Так как, например, не во многих семьях же сохранились именно вот те там с 19 века, 18 века, да, а сейчас, и вот, так как есть реконструкции, в принципе, мы можем это сделать. Благодаря мастерам, которые отдают, так сказать, дань прошлому и изучают музейные экспонаты, даже вот в Германию ездят, в Америку, чтобы посмотреть, какие украшения делали. А вот такой финальный вопрос, да. Если мы говорим про якутские украшения, насколько вы считаете это интересно другим народам? То есть это наша какая-то фишка? Или так сложилось, что мы, создавая эти украшения, ну буквально вот тут же две позиции, да, я слышал. Первое, что мы просто консервативно продвигаем одни и те же образы, а вторая, что нет, мы просто уважаем и ценим вот эти вот определенные жанры, формы. Ну и та, и другая тенденция, она сохраняется, мне кажется, это будет всегда. Мы не можем запретить, допустим, вот не делайте так, да, или там наоборот, давайте все будем делать что-то совершенно новое, да. В любом случае будет, и в любом случае кому-то будет нравиться, а кому-то будет не нравиться. Но главное, чтобы нравилось тебе. Я даже слышал теорию, что вот ни один другой народ так, ну, по крайней мере в России, так не сохранил аутентичность, да, колорит своих украшений, как якутский народ. Ну, в принципе, да. Здесь, как вы специалист, согласны? Вообще лучшие ювелиры Сибири всегда были вот в Якутии,
ну и Бурятии, да. И якутские ювелиры, они даже мы сейчас говорим, что якутские украшения достаточно широко распространены, да, но если мы посмотрим, допустим, в тот же 19 век, то якутские украшения в то же время были. И ценились. И ценились, и они тоже, вот, допустим, передавались там, да, и, видимо, вывозились отсюда как импортный товар. Так что, я думаю, на этой ноте мы можем закончить. Якутские украшения всегда будут цениться и за пределами Якутии. И обязательно на этот сезон выберите себе какое-то интересное украшение, чтобы его не обязательно на эсэх только надеть, да. чтобы можно было его, вот как Капитолина приходила ко мне сначала с одними серьгами, сейчас с другими. У меня очень много. Да, я не сомневаюсь, Так что следите за подкастом «Творческие люди», следите за культурой, прикупите себе украшения на этот сезон, пусть недорогих, пусть из меди, да, но чтобы они были традиционные, да, и по форме, и по образам. Читайте книги, любите жизнь. Подкаст «Творческие люди» от Национальной библиотеки и Союза писателей Якутии продолжает свою работу. Мы приглашаем интересных людей со всей Якутии. Сегодня у меня была Капитолина Яковлева, ученый-этнограф, специалист по якутским украшениям. Капитолина, спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока. Творческие люди. Якутяне о культуре.